Золото, белая эмаль и черно-оранжевая лента – величайшие награды, которые по праву заслуживают своими подвигами. На мемориальной доске 57 имен героев Советского Союза, 9 имен героев социалистического труда и 8 героев России. Все эти люди – гордость страны и своей родины. Исключительная отвага, доблесть и преданность – первый человек, который был удостоен высокого звания Герой России, генерал-майор авиации Суланбек Асканов. 7 февраля 1992 года, когда Асканов выполнял очередной полет, у самолета произошел неожиданный отказ управления. МиГ стал стремительно терять высоту, падая прямо на жилые кварталы. Летчик сумел увести самолет от домов, но сам катапультироваться не успел. Память об этом светлом человеке, об этом офицере, о летчике неизгладима среди ветеранов и последующих поколений. Еще одна боль и еще одна гордость. 21 июня 2004 года погиб исполняющий обязанности министра внутренних дел Ингушетии Абубукар Костоев. У него остались жена и 5 детей. Бандиты лишили жизни полковника ФСБ Алихана Калиматова. Дома его ждали супруга и сын. Указом президента России в 2007 году Алихану Калиматову присвоено звание Героя Российской Федерации посмертно. Жизнь, к сожалению, была короткой, но яркой, насыщенной и по-настоящему героической. Краеведческий музей имени Тугана Майсагова хранит архивные материалы и фотографии ингушей-героев Отечества: Ахмед Майсагов, Шервани Костоев, Мурат Аздоев. Всем троим в 1995 году присвоено звание Героев Российской Федерации, но при жизни его получил только Мурат Аздоев. Мурат Ахметович совершил 248 боевых вылетов, сбил 8 самолетов. В 1944 году он был сбит в небе над Псковской областью, его самолет упал в водоем, а сам он угодил в плен. Тогда его посчитали пропавшим без вести и записали в убитый, даже домой похоронку была отправлена. Но он после неоднократных попыток сбежать с плена, ему удалось это сделать, и он вернулся в строй Красной Армии. За каждой историей на этих фотографиях настоящий патриотизм и служение Отечеству. Ингуши удостоены высших военных наград за храбрость и героизм. Особые подвиги наши земляки совершали в российской императорской армии. Ингуши во все времена совершали героические подвиги и вносили свое имя в летопись истории страны. Здесь, на мемориале памяти славы, на Аркане, высечены имена 26 полных георгиевских кавалера, 9 кавалеров золотого георгиевского оружия и 4 кавалера ордена Святого Георгия 4-й степени. Первая мировая война стала одной из самых кровопролитных. Историками и специалистами не раз подчеркивался вклад ингушских конников в Брусиловском прорыве. Наши земляки стояли на передовых позициях. Наш ингушский полк был в центре перипетий тех событий. И очень много наших земляков удостоились георгиевских кавалеров, в том числе и посмертно. Хотелось бы вспомнить Мистоева Хаджимурата, который со своим братом служил в полку. Он полный георгиевский кавалер, а его брат удостоился 3 крестов. Навсегда вошла в героическую летопись борьбы советского народа оборона Брестской крепости. Ингуши приняли в ней самое активное участие. Гордый, статный и такой сильный. Еще один герой и еще одна история преданности Отечеству. У него не было золотой звезды, но множество военных наград и признаний. Все это о последнем защитнике Брестской крепости Уматгирее Барханоеве. 18-летним юношей Уматгирей Барханоев ушел на фронт. Последний защитник Брестской крепости погиб мужественно, защищая родину. Историю своего отечества и имена славных земляков должно знать подрастающее поколение. В мемориальном комплексе жертвам репрессий организовали выставку ко Дню Героев Отечества. С 1 по 15 декабря сотрудники музея проводят курсы лекций «Славной сыны Отечества» в общеобразовательных учреждениях, в ходе которой мы приобщаем молодежь к истории Ингушетии. А в самом музее открылась выставка, которая состоит из 2 частей. Первая – это видеовыставка «В жизни всегда есть место подвигу», которая знакомит посетителей с подвигами славных представителей ингушского народа, наших современников, которые носят высокое звание Героя Советского Союза и Героя России.
В музее также посвятили выставку герою России Ахмеду Катиеву. В этом году ему исполнилось бы 60 лет. В выставке представлены фотографии из семейного архива, удостоверения, грамоты и благодарности за высокий профессионализм в службе. В августе 2013 году члены бандподполья обстреляли автомобиль, в котором находился Ахмед Катиев. Имя Ахмеда Катиева увековечено на мемориале памяти славы в Назране и на гранитной плите в сквере памяти славы в городе воинской славе Малгобеке. День Героев Отечества отмечается в России ежегодно 9 декабря. Памятная дата установлена федеральным законом России от 28 февраля 2007 года. Летопись славы никогда не будет прервана. В нашей стране, в нашей республике есть люди, которые живут патриотизмом, отвагой и готовностью, невзирая на риски, во имя Родины совершать героические поступки. За мир, за Отечество, за светлое будущее. Лена Сычева, Магомед Дидигов. Новости 24.